4 года назад Компартия удачно выступила на этих выборах в Государственный совет, в городской совет города Сыктывкара. И как раз вот отчет нашей фракции, в первую очередь в городском собрании, в городском совете, показывает, что работа незамеченная не прошла, что наши товарищи, они оказались реальными бойцами, и они молодцы, потому что, на мой взгляд, как раз оппозиция должна быть тем самым, той самой занозой, тем самым бельмом на глазу у власти, чтобы не давать власти жиреть, чтобы обличать недостатки власти, указывать на более правильные, более справедливые пути решения. И властвующие Единой России, конечно, стыдно и тяжело признавать свои ошибки, но жизнь такова. Многое, то, что они отвергают по принципу, что это исходит от наших товарищей, от коммунистов в городском совете, в госсовете, в Государственной Думе, они отвергают, но жизнь показывает, и они вынуждены это делать. И та же самая ситуация по большегрузам в городе Сыктывкаре. И то, что было несколько лет назад в Государственной Думе, когда Единая Россия навязала эту дикую монетизацию в том виде, в каком она была. Вы вспомните, там же телевизор показывал, что только одни коммунисты глупые выступают против этой монетизации. А так людям хорошо. И когда жареный петух клюнул, когда людей стали выкидывать из автобусов тогда, когда прошли массовые акции протеста, они в результате были вынуждены сделать то самое, чтобы предоставить гражданам право выбирать натуральные льготы или же деньги. Все знают, что в стране бурным цветом развивается коррупция. У нас что ни день, то кого-то задержали. Притом, когда задерживают тех, кто обязан бороться с коррупцией, оказываются владельцами 50-комнатных квартир, то вот оно ужасно. Но у нас еще хуже есть. У нас есть политическая коррупция. Это один из корней зла. Когда на выходе партии, объявляя себя во время избирательной кампании оппозиционными, следующие 4 года абсолютно выполняют все указания власти. А некоторые, даже не стыдясь этого, заключают официальные договора. Я в первую очередь говорю о «Справедливой России». «Справедливая Россия» — это плоть от плоти Единой России. Это абсолютный проект Кремля. Но если ЛДПР пытается хоть видимость какую-то создать оппозиционности, то «Справедливая Россия» не гнушается даже тем, что официально подписывает договор о совместных действиях с Единой Россией. Господин Грызлов и господин Миронов подписали договор о совместных действиях, о кадровых решениях, о назначениях и так далее, и так далее. Как это раньше называлось, о вечной любви и дружбе между «Справедливой Россией» и «Единой Россией». А потом они нам рассказывают, что они якобы в оппозиции находятся. Я понимаю, что сейчас одна из больших проблем среди горожан — это ЖКХ. Но давайте смотреть, это же ниоткуда не взялось, просто так упало. То, что они выставляют нам 13-е платежки вместо 13-х зарплат, как было раньше, эта проблема уходит в жилищный кодекс. Главный документ, по которому функционирует вся коммуналка. Надо ли вам говорить, кто принимал жилищный кодекс? Его разрабатывало правительство Российской Федерации, его принимала Единая Россия в Государственной Думе, его одобрил Совет Федерации во главе с главным эсером Мироновым, и его подписал президент Российской Федерации. То, что он несправедлив и дик, это абсолютно правда. И об этом говорили и говорят коммунисты. Но он, к сожалению, законен. Ибо этот закон нам навязала Единая Россия. Это думское большинство из 315 андроидов, я готов отвечать за свои слова, нажимающих автоматически все кнопки, оно страшно.